Целью данного учебного фильма является демонстрация сердечно-легочной реанимации. Каждый медицинский работник должен уметь оказать неотложную доврачебную помощь пострадавшему на догоспитальном этапе. Ведь что бы ни произошло в жизни, будь то дорожная авария, падение с высоты, утопление или другой несчастный случай, оказание помощи необходимо начинать с восстановления дыхания и сердечной деятельности, то есть проведения сердечно-легочной реанимации. Сердечно-легочная реанимация – это комплекс мероприятий, направленных на поддержание и восстановление дыхательной и сердечной деятельности. Крупномасштабная реанимация, включающая в себя искусственную вентиляцию легких и закрытый непрямой массаж сердца, показана в тех случаях, когда у пострадавшего, не утратившего все проявления жизнедеятельности, наблюдаются следующие признаки. Отсутствует сознание, отсутствует пульс на сонных артериях, нет реакции зрачков на свет, отсутствует дыхание. Понятие смерти состоит из двух фаз – клинической и биологической. Клиническая смерть – это пограничное состояние непосредственного перехода от гаснущей жизни к биологической смерти. Продолжительность состояния клинической смерти составляет в среднем 5 минут. У детей 3-4 минуты. Во время клинической смерти, а это 4-6 минут, человек уже не дышит. Сердце перестает биться, но необратимые изменения в тканях еще не наступили. В этот период человека еще можно оживить. По истечении 8 минут наступает биологическая смерть, и успешная реанимация уже в этот период невозможна. Недопустимо выяснять обстоятельства случившегося и поддаваться панике. Рассмотрим правила проведения искусственного дыхания. Для начала пострадавшего следует уложить на спину, на жестком основании. Руки расположить вдоль туловища. Освободить его грудь и живот от стесняющей одежды. Ослабить пояс на брюках, ослабить галстук, воротник. У женщин освободить бюстгальтер. Реанимационное мероприятие начинаем проводить с восстановления проходимости дыхательных путей. Для этого следует максимально запрокинуть голову назад, подложив под шею валик из любого подручного средства, полотенце, простыня, элементы одежды, и при этом выдвинуть нижнюю челюсть. После этого пальцем, лучше его обмотать носовым платком или салфеткой, круговым движением обследуют полость рта и освобождают ее от инородных предметов – песка, кусков пищи, зубных протезов, рвотных масс, слизи и так далее. Все это делают быстро, но осторожно, не причиняя дополнительных травм. Можно использовать резиновую грушу или аспиратор. Убедившись, что дыхательные пути свободны, приступают ко второму приему – искусственному дыханию методом изо рта в рот или изо рта в нос. Из гигиенических и этических соображений для этого можно использовать марлевую салфетку, носовой платок или специальное устройство. Спасатель должен встать сбоку от головы пострадавшего, положить одну руку на лоб пострадавшего, а другую на затылок, откинуть голову пострадавшего назад. Спасатель делает глубокий вдох, задерживает его и, нагнувшись к пострадавшему, полностью герметизирует своими губами область его рта. Ноздри пострадавшего зажимает большим и указательным пальцами руки, лежащей на его лбу. Далее спасатель делает сильный, быстрый выдох в рот пострадавшего, вдувая воздух в легкие в течение 1 секунды. При искусственном вдохе необходимо следить за тем, хорошо ли поднимается грудная клетка пострадавшего.
Если амплитуда таких дыхательных движений недостаточная, значит мал объем вдуваемого воздуха, либо западает язык. Цикл повторять с частотой 16-18 в минуту. В том случае, если зубы пострадавшего стиснуты или имеется травма губ или челюстей, искусственное дыхание проводится методом изо рта в нос. Спасатель, одну руку положив на лоб пострадавшего, а другую на его подбородок, откидывает голову и одновременно прижимает его нижнюю челюсть к верхней. Пальцами руки, поддерживающей подбородок, прижимает нижнюю губу, плотно закрывая рот пострадавшего. После глубокого вдоха спасатель своими губами прикрывает нос пострадавшего, а затем производит сильное вдувание воздуха через ноздри, приблизительно 1,5 литра, следя при этом за движением грудной клетки. Необходимо постоянно контролировать эффективность искусственного дыхания по таким признакам, как хорошее раздувание грудной клетки, вздутие живота и порозовевшие кожные покровы лица. Наряду с этим необходимо постоянно проверять пульс на сонной артерии. Правила проведения непрямого массажа сердца. Искусственное дыхание проводится совместно с закрытым массажем сердца, который обеспечивает циркуляцию крови в сосудах. Непрямой массаж сердца основан на том, что при надавливании на грудь сердце, расположенное между грудиной и позвоночником, сдавливается, и артериальная кровь из желудочков поступает в крупные сосуды. В перерывах между надавливаниями желудочки сердца расправляются, и в них поступает венозная кровь. Для проведения непрямого массажа сердца пострадавшего необходимо уложить на плоскую твердую поверхность, на пол, землю или доску. Ногам пострадавшего придают возвышенное положение для облегчения притока венозной крови к сердцу. Спасатель становится слева или справа от пострадавшего. Кладет основание ладони на грудь, при этом ладонь должна располагаться на 2-3 см выше мечевидного отростка, а большой палец руки направлен на лицо или ноги пострадавшего. Поверх этой ладони накладывается основание ладони другой руки для усиления давления. При этом локти спасателя должны быть прямые. Сильными, резкими движениями, помогая при этом всей тяжестью тела, осуществляются быстрые ритмичные толчки с частотой 1 раз в секунду, то есть 60-80 раз в минуту. Грудина при этом должна прогибаться на 4-5 сантиметров. Рассмотрим совместное проведение искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. Комплекс реанимации можно проводить только в положении пострадавшего лежа на спине на ровной жесткой поверхности. При отсутствии сознания у пострадавшего необходимо убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии. Не следует терять время на определение признаков дыхания. Освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень. Изготовить валик из любого подручного средства. Запрокинуть голову назад. Подложить валик под шею. Выдвинуть нижнюю челюсть вперед. Освободить полость рта от инородных предметов. Ногам пострадавшего придать возвышенное положение. Начать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Если помощь оказывает один спасатель, то сначала делаются 2 вдоха, затем следует 15 нажатий на грудную клетку.
Нельзя располагать ладонь на груди так, чтобы большой палец был направлен на спасателя. Необходимо периодически проверять, не появился ли пульс на сонной артерии. Глубина продавливания грудной клетки должна быть не менее 4-5 см. При искусственном вдохе необходимо следить за тем, хорошо ли поднимается грудная клетка пострадавшего. Придать пострадавшему охранительное положение, основной задачей которого является обеспечить устойчивое физиологическое положение пострадавшего и исключить повторное терминальное состояние. Для этого придать пострадавшему положение на боку. Все действия должны быть последовательными, проводиться быстро и щадяще. Противопоказаниями служат переломы шейного отдела позвоночника, тяжелые травмы, серьезные ранения головы и шеи. Эффективность реанимации оценивают по следующим признакам: появление пульса на сонных и бедренных артериях, сужение зрачков и появление их реакции на свет, исчезновение синюшной окраски и мертвенной бледности, последующее восстановление самостоятельного дыхания или появление признаков биологической смерти. Своевременно и правильно проведенные реанимационные мероприятия помогут вам сохранить жизнь пострадавшему.